Архангельское кладбище покой здесь обрели тысячи политзаключенных, расстрелянных и умерших в тюрьмах Казани. Точную цифру сейчас никто не может сказать. На 10 стелах мемориала памяти жертв политических репрессий увековечены имена только 2760 узников. Дата смерти – 1918 год, затем кровавые 37 и 38 годы. Семью Эбели из села Теньки, как членов фашистского диверсионного отряда, расстреляли в один день – 20 июня 1942 года. Спустя 20 лет все обвинения семьи поволжских немцев были сняты. Вот один, Чижевский. И вот мой родной дедушка. Мы русские. Вот, приехали в Россию и расстреляли. Все. Че? Советская власть такая была. Немцы, русские, татары, евреи, украинцы и представители других народов Советского Союза разных родов и сословий. По статье 58 УК РСФСР за антисоветскую агитацию, пропаганду и деятельность был вынесен приговор более 55 тысячам татарстанцев. Каждый 10-й из них был расстрелян или умер в заключении. Приговор исполнялся здесь, на Черном озере. Ровно 15 лет назад был установлен памятник, и теперь каждый год, 30 октября, сюда приходит казанский архитектор и автор памятника Ирина Аксенова, чтобы отдать дань уважения своему деду Петру Райкову, директору Казанской школы, арестованному в 1937-м. Его в тяжелом состоянии арестовали, и здесь в соответствующих условиях держали, и болезнь усугубилась. Но в 1939 году, благодаря своей вере, что ли, да, в партию, это был очень такой идейный, чистый человек и преданный своему делу, он попытался себя реабилитировать. Он обратился с доказательством, разбирая каждый аргумент, который здесь был приведен, и доказал, что он невиновен. В 1939 году его реабилитировали, но он уже был обреченным. То есть рак. Остров Град-Свияжск в Татарстане – еще одно печальное место. В нынешнем здании Музея истории острова 1 сентября 1940 года начала свою работу исправительно-трудовая колония номер 5. Об этом рассказывают уникальные документы. Всего 2 месяца назад они оказались в руках музейных работников. В 3 папках вся история печально известной ТК-5. Теперь мы знаем, что узников охраняли 139 человек, среди них немало местных жителей. После войны взводом охранников командовал герой Советского Союза Михаил Красавин. Контингент политзаключенных в колонии именовали как «рабочий фонд». Перед руководством «пятерки» была поставлена задача максимально использовать труд заключенных, а вот условия, в которых они содержались, трудно было назвать человеческими. Здесь воспроизведен интерьер камеры. Вот так вот выглядели нары, да, на которых сидели заключенные, и вот тени на стене напоминают как раз о том, что здесь в очень таком скученном виде находились заключенные, возможно, и на полу, конечно, да, они располагались, но несколько десятков человек. На момент прибытия в лагерь некоторые женщины были в положении. Для них при колонии работал дом младенца, только ухода за детьми не было никакого. Людмила Елисеева об этом знает уже не из документов, а из бесед с туристами. Это особенные туристы, которые приезжают сюда не на экскурсию, а чтобы вспомнить свое детство, проведенное за колючей проволокой. Моменты были интересные, страшноватые даже, можно сказать, потому что огромное количество крыс водилось в доме младенца. Диалог такой в тюрьме происходит о том, что вот они пришли покормить, и женщина по имени Зоя, когда распеленала своего ребенка, раздался дикий крик. И когда все подошли, они увидели, что пяточку крысы отгрызли. Многочисленные проверки, что проводились в колонии, не приносили результата. В тюремной столовой антисанитарные условия, заключенные справляют нужду прямо около входа. В 1942 и в 1943 годах отмечается массовая гибель заключенных от дизентерии, голода и пелагры, тяжелой формы авитаминоза. Воровство процветало. Вот. В том числе и были замешаны и люди, начальники каких-то отделов. Например, заключенный командует складом, а он его просит там 400 грамм масла ему отпустить, хотя это не полагалось. А как откажешь начальнику, да? И ТК-5 по смертности занимает первое место среди лагерей. На момент проверок в тюремной больничке насчитывали до 500 заключенных, многие из которых впоследствии так и не оправились от болезни. По данным редакции книги памяти жертв репрессий Татарстана, в колонии умерло более 2800 человек. Останки 900 заключенных сейчас покоятся около стен Свияжского монастыря. Самый молодой – это у нас татарин, мальчишка, вот он.
Хисамуддинов, 14-летний мальчишка, шел по улице Баумана, видит в эмке на заднем сиденье патефон. Ну, он его через окно, видимо, и попытался утащить. Поймали. Оказалась машина майора НКВД. Короче говоря, мальчишку осудили в попытке украсть оружие, поэтому через полгода он умер от голода. Интересная закономерность. Большинство монастырей православных, будучи закрытыми после революции, со временем были превращены именно в лагеря в системе ГУЛАГ. Это не исключение для Свияжска. Здесь такая какая-то дьявольская такая насмешка, такие святыни, святые места, построенные для спасения душ, были превращены со временем в страшные вот такие лагеря, темницы, в которых погибли тысячи людей. Самые пожилые узники ТК номер 5 – свияжские монахи. Для них храмы монастырские стали тюремными камерами. В годы репрессий в Татарстане было арестовано более 2700 священнослужителей разных конфессий. Более половины из них – православные. И практически каждый день в православном календаре есть память того или иного святого мученика. Каждый день мы совершаем поминовение, службы святым новомученикам и исповедникам российским. И мы надеемся, что этот подвиг святых мучеников, он станет большим уроком для нашего народа, уроком верности, вере своих предков. На территории монастыря и самой колонии работали швейный и коврово-ткацкий, скорняжный и сапожный цеха. Все не перечислить. Успенский собор служил складом готовой продукции. Под неусыпным взором святых хранились ватные штаны и телогрейки, сшитые заключенными для бойцов Красной Армии. Об этом музейные сотрудники узнали из документов, что получили в свое распоряжение. В ближайшее время эти пожелтевшие листы станут доступны и туристам Свияжска. Вот там звезда под Архангельском, видите, это первый лагерь там появился. Вот у нас лагерей 427, но это еще не все. А вот на этой карте только 258. То есть на самом деле карта была бы, вся красная была бы, она да? была бы вся красная. Амина Залиалиева – создатель первого и единственного в Казани музея, посвященного сталинским репрессиям. Она сама, дочь репрессированных, родилась в Амурской области, где отец отбывал наказание на лесоповале. Среди музейных экспонатов есть и документы ее семьи. Открыть музей именно в стенах 71-й Казанской школы было ее принципиальным решением. Пожилые все знают, они пережили это, для них это боль. Им это, знаете как, только лишняя травма. Это школьникам надо. Время-то какое, видите, какое неспокойное. Поэтому, чтобы молодежь знала, ценила эту жизнь, да, и старалась жить так, чтобы больше такого не повторилось. Елена Горбунчик, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.